Здравия желаю, меня зовут Алмаз. Я отправляюсь на поиски героев, которым в учебнике истории уделено не так много страниц. Юнги Северного флота. Ребята, которые в разгар Великой Отечественной войны обучались в специальной школе морскому делу. А я же буду обучаться документалистике. Через 30 лет. Это хроники встречи соловецких юнг спустя 30 лет после выпуска. Герои видео и наши земляки из Башкортостана. Удивительно, но в числе юнг было много наших. Если о подвигах солдат снято огромное количество художественных фильмов, то истории соловецких юнг начали входить в народ годам эдак к 70-м. При создании этого фильма в интернете нашел огромное количество информации. До этого неизвестной мне, думаю, вам тоже. Я решил ее систематизировать и включить в наш документальный фильм о школе героев. Мальчишки буквально убегали из дома, садились на крышах поездов, и все стремились, как стрелка компаса, на север показывает, и мальчишки тоже ехали в школу, где учат на моряков. Отбоя от юнг не было. Многие мальчишки убегали на фронт, их снимали с поездов, и многие из них, самые отчаянно, узнав о соловецкой школе юнг, прибавляли себе возраст, подделывали рекомендательное письмо матерей, сами расписывались и ушли так на фронт. На меня сильное впечатление произвел тот факт, что во время Великой Отечественной войны из Башкортостана в ряды юнг, а проще говоря, помощников капитана морских кораблей, записалось множество парней моих сверстников. Удивительно, моря ведь у нас в республике нет. Тогда откуда такая тяга к воде? Когда я начал сначала среди своих знакомых, товарищей интересоваться, знают ли они вообще, что вот есть такие соловецкие юнги, что это наши выходцы из Башкортостана в том числе, я понял, что никто вообще не знает и не слышал о том, что в 1942 году 146 наших земляков, 16-летних ребят, ушли именно обучаться в эту школу юнг. Сведения сегодня разноречивы, к сожалению. По одним источникам у нас идет протокол, в котором 138 человек. Значит, по книге одного из авторов их 160 человек. Мы, группа «Поиск», наши ребята, устанавливаем, что их уже было 164. 25 мая 1942 года по приказу адмирала Николая Кузнецова была создана школа юнг для мальчишек 14-16 лет на Соловецких островах. Каждому моряку, будь он даже капитан, необходимо знать такелажное дело. В первую очередь обучаются вязать узлы и плести концы. Но самый любимый урок – морская специальность. Особенно интересно, когда лекцию читает старый моряк капитан Абрамов. Информация о соловецких юнгах до недавнего времени не была в широком доступе. О существовании такой школы не распространялись. Парни были моего возраста, но спрос с них был, как со взрослых. Быть может, поэтому лишний раз старались нигде не упоминать о молодых, смелых и отважных героях-подростках. Вот эти ребята, они официально же по документам участия в войне не принимали. Они были помощниками матросов, то есть проходили практику на кораблях, поэтому они не являлись участниками боевых действий. Их не награждали за боевые действия, они не получали награды, ордена, медали. Война началась, мне было 12 лет. А вы думаете, что я такой был полнокровный, что ли? Нет. В 1943 году их призывали в армию. Это же война уже в полную силу ушла. А мы, пацаны-то, что мы тут многого не знали. Зверев Олег, Зелянин Леонид, Зыков Леонид, Ивановский Олег, Клюкин Геннадий, Кирсанов Юрий, Комиссаров Герман, Кобяков Петр, Кобяков Яков,
Идрилов Узбек. Есть. Каримов Насыр. Есть. Касьянов Василий. Есть. Из мальчишек делали моряков. Вместо ласковых матерей были грозные мичмана, было тяжкое флотское учение, ходили на веслах, а весла дубовые были на ялах, да. Кажется, что жизнь у соловецких юнг пестрела событиями. А это все потому, что их юность пришлась на неспокойное время, и взрослеть приходилось очень быстро. Когда появились моряки в нашей сухопутной Уфе в 1942 году, многие мальчишки за моряками просто ходили, потому что каждый раньше мечтал стать или моряком, или летчиком. Это были самые героические профессии. И многие из них переделывали метрики. А еще учитывался тот факт, что мальчишки бежали на фронт. Кто-то остался сиротой, родители погибли. У кого-то остались родные на оккупированных территориях. Кто-то потерялся в военном аду. Мальчишки хотели воевать, мстить за погибших и пропавших родных. Дезертиры отсиживаются в тылу. А мы на фронт. Я сам начинал служить в Архангельске. Мы были на экскурсии там в свое время. Они часть жили в монастыре, часть строили землянки. Конечно, быт был не из лучших. Самый сложный был набор, потому что он был самый первый. Детям, это дети были, да, им негде было жить. Они жили в палаточном городке, море, 100% влажность. Но тем не менее, эти дети, они проявили свои героические способности. Они, валили лес, таскали бревна, строили будущее здание вот этой советской школы. Так как черти города деревья рубить нельзя, я воспользовался бонусом от коммунальных служб. Соловецкие юнги в моем возрасте строили землянки. Интересно, реально ли это повторить в 21 веке? Землянку строить я, конечно, не буду, но хотя бы попробую разрубить дерево. Хоть немного представлю, каково было моим сверстникам тогда. Коротко о моих ощущениях. Несмотря на то, что я занимаюсь профессионально футболом, не хватает дыхания, отдышка сильная, и руки сильно устают. Фух. Вот вход в землянку, а вот здесь у нас типа был плац, выложено этим камешком и дорожка такая. Да, землянка, даже линейка заросла, на которой построение было, еле-еле нашли, потому что там уже деревья какие по 5, дороги по 6 метров, были, вот прямо по 10 ровненько. метров деревья уже. Вот здесь печка, вот здесь тройные нары. Правильно. 2 тройные. Да. Дорогой мой, подняли. Ребята, святой булыжник забрать в Башкирию. Сам буду носить. Юноша, который попадает служить на флот, он, желает он этого или не желает, он попадает во флотскую семью и живет в ритме флотских законов. Специальная комиссия областного комитета ВЛКСМ отбирала в первую очередь комсомольцев, добровольцев. И они на пароходе «Зюйт» с Сафроновской пристани уходили на учебу, на войну.
когда приехали, начали нас сортировать. Я сразу сказал, буду радистом. А радистом это не так просто, оказывается. Ничего. Вообще-то ничего. А буквы путаешь. Азбуку Морзе нас учили. Вот берет аккордеон, помню. На аккордеоне проводит музыку. Да, с серии такой, запоминающую музыку. Вот если ты сумел отхватить это, значит, ты попал. Соловецкие острова были выбраны неспроста. Прежде всего, оно вызвано все-таки стратегическим местом расположения этих островов. То есть они были немного в стороне от театра военных действий. 1942 год. Уже блокада Ленинграда. То есть Балтийское море отсечено, да, то есть от создания. Начались бои уже за Севастополь. Черноморское море также не подходило. Поэтому решили взять Белое море. Соловецкие острова – это самый крупный архипелаг Белого моря. Он состоит из 6 крупных и 70 мелких островов. В 15 веке здесь обитали монахи. В начале прошлого века там располагался первый в СССР лагерь особого назначения, положивший начало ГУЛАГу. Разоренные храмы, безлюдный север, беспощадная природа – такие территории не считаются привлекательными. Мне доводилось бывать на Соловецких островах в послевоенное время, когда я нес срочную службу. Самый тяжелый переломный год войны, 1942 год. Враг наступает. В начале войны на самые опасные участки флота командование бросало черную смерть – матросов. Они никогда не сдавались в плен, предпочитая смерть с последним патроном. Многие моряки не вернулись из атак на свои корабли. Из-за этого флот испытывал острую нехватку в хорошо обученных специалистах уже на 2-м году войны. Русский моряк славился тем, что он был готов ценой своей жизни выполнить задачу, которая перед ним ставится. Врагов ненавистных повсюду круша, пройдем мы сквозь пламя и мрак. Пусть знают, что значит морская душа, что значит советский моряк. А это правда, что не бывает бывших моряков? Это совершенно верно. Самая сильная дружба – это на флоте, потому что не зря поется «экипаж – одна семья». На корабле или все погибают, или побеждают. Сплоченность. Наравне со взрослыми воевали на торпедных катерах, на подводных лодках, на эсминцах воевали. Существовала государственная программа, по которой США поставляли своим союзникам боевые припасы, технику, продовольствие и прочее стратегическое сырье. Называлась эта программа «Ленд-лиз». Наиболее быстрым, но опасным был арктический маршрут в Мурманск и Архангельск. Проводка судов осуществлялась британским флотом, а потом на подходе к Мурманску охрана усиливалась советскими судами. Мне вот помнится, в музее Краснознаменного Северного флота, в Мурманске, как его называют, запечатлен был подвиг Саши Ковалева. И во время боя был пробит масляный трубопровод. Он зажал руками обжигающую струю. Представьте себе, масло. Но он знал, что если он этого не сделает, катер потеряет ход и достанется добычей врагу. Он, по сути дела, повторил на море подвиг Александра Матросова. Юнга Александр Ковалев умер на следующий день после этих событий, 9 мая 1944 года, ровно за год до Великой Победы. Юнги, в принципе, на судьбу не обижались.
Несмотря на юный возраст, они считали себя людьми крепкой породы. Их выбирали как штучный товар, как драгоценные камни, правда, пока без огранки. Не каждый мальчишка справился бы с такими перипетиями судьбы. Слабые духом или здоровьем рано или поздно отсеивались из рядов юнг. О буднях соловецких юнг подробно написано в книге Валентина Пикуля «Мальчики с бантиками». Кстати, писатель сам не понаслышке знает, что такое голодное время и северные ветра. Валентин Савич 14 лет оказался в школе юнг на Соловецких островах. Там он получил специальность рулевого сигнальщика, научился работать с навигационными приборами и прокладывать маршрут в открытом море. После школы юнг он служил на миноносце «Грозный», исполняя обязанности командира боевого поста в свои 16 лет. Книги он начал писать значительно позже. В библиотеке книгу нам не удалось найти, но в интернете есть все. Кстати, я ее уже читаю. Рекомендую. А это вот Ведерников. А Ведерников вы слышали что-нибудь? Нет. Он был, по сути дела, первый в Башкирии писатель-маринист. И Пикуль тоже писал про юнг северных морей. А у нас вот это башкирский Пикуль, будем так считать. Лёвка зашел, когда в приемную комиссию, 195 сантиметров, а тут был этот... Зверев. Да, а Мичман был с шевронами. Это... Сейчас, Гришин. Лёвка как зашел туда, значит, приемную, он говорит, ну, тебе не надо, ты урожденный боцман. Точно, это логично. А когда Лёвка вышел, значит, я у него спросил, куда? Он говорит, боцмана. Ну, я зашел, говорю, боцман. Там были учителя, это были опытные моряки. Как правило, они имели много знаний. Они научили их, как пользоваться разными морскими приборами. Мины. Закладывается кусочек сахара. При сбрасывании в воду мина тонет. За годы обучения помимо флотских предметов ребята активно изучали математику, физику, черчение, географию. Все, что пригодится настоящему моряку. И мина всплывает на установленную глубину. Всего за 3 года было 4111 специалистов, 946 радистов, 717 мотористов торпедных катеров и также 534 электрика надводных кораблей и 411 боцманов надводных кораблей. Несмотря на то, что большое количество юнг было родом из Башкортостана, у нас в республике нет отдельного музея, посвященного морским героям. Самое большое количество экспонатов, связанных с соловецкими юнгами, хранится в Уфимском городском детском центре имени контр-адмирала Бакаева. Самым интересным человеком для нашего морского центра и музея был Генрий Николаевич Таращук. Будучи боцманом катера, во время боя катер был расстрелян, его в водах подобрали фашисты, раненого. Генри пришел в себя и понял, что он на немецком катере, в плену. С изнанки форменки в кармане был пришит комсомольский билет. Он оторвал карман и выкинул его в море. И снова потерял сознание. Этот торпедный катер погиб в 1944 году, попал в окружение немецких катеров-охотников, и весь экипаж погиб.
На берегу Белого моря, недалеко от Мурманска, есть поселок Кувшинка. И там есть кладбище погибшим морякам. Так вот, на этом кладбище стоит памятник, обелиск экипажу торпедного катера ТК-13. И когда через 30 лет Генри Николаевич попал на это кладбище и стоял возле этого обелиска, на котором выбито и его имя, боцман Генри Таращук. И когда он об этом рассказывал, его ребята часто спрашивали: «А что вы думали, когда вы стояли возле этого памятника?» Он улыбался и говорил: «Что можно думать, когда ты стоишь у собственной могилы?» Он стойко выдержал все эти мучения. Был всего он там вроде больше месяца, но это все на пятно на всю жизнь. Потому что раньше говорил наш вождь: у нас нету военнопленных, у нас есть предатели Родины. Генри Николаевич, он нам подарил макет своего торпедного катера ТК-13. Он также изготовил своими руками модель бронекатера нашего учебного корабля и макет УК-130. После его смерти носит его имя. К сожалению, изучать морское дело в Уфе можно только по макетам и по картинкам. Кстати, я нашел парня, который с неподдельным интересом увлечен оружием времен Великой Отечественной войны. Это Матвей, будущий моряк, начинающий ютубер и опытный крафтер. Итак, давай сразу объясни, кто такой крафтер. Но в основном слово «крафт» — это изготовление макетов или чего-либо. Ну а мы в основном крафтим оружие из дерева. Они очень реалистичные и классные, да. Матвей, а почему ты именно вот эти виды оружия решил сделать? Ну, потому что они очень сильно мелькали в советских и современных военно-морских фильмах. Например, АКС-74. Это уже в современных фильмах, а вот ППС-43 это уже в советских фильмах. Вот это, получается, именно вот этот автомат был у юг на Соловецких островах? Ну, пистолет-пулемет, да, но еще есть и другие пистолет-пулеметы и винтовки. Ого, у тебя даже механизм работает? Да. Вау, классно. Магазин вытаскивается, затвор двигается, приклад складывается. Круто. В этой витрине вы видите макет торпедного катера. Легкая, деревянная. И вот эти торпедные катера, они были самыми, наверное, отчаянными боевыми единицами, потому что они могли незаметно подойти к вражескому кораблю или к берегу. У них еще была дымовая завеса. Что там говорить? Страшно было. А вот в этой, понимаешь, я думаю, что спокойно. такое ноги дрожат. Нет, думаю, ну, что прикрывали самолеты, раз. Второй, тут это так придумано, под ветром, это дымовую завесу, дымозавесчик, это сам первый огонь на себя берешь, а дымозавесчик. Он протягивает и дым нагоняет на караван. А тут из-за дыма выходишь, раз, пустил и сразу за дым, и тут уже ты теряешься. Пробойно заделан мотор, и ему помогаю, и туда. Вот пришлось, знаешь, если бы действительно мы бы силу не приложили, и его бы не было, и меня не было, я расплакался вчера. Честно слово, при нем. Вот при тех же. Для того, чтобы прочувствовать атмосферу моря в уфимских реалиях, предлагаю отправиться на судоремонтно-судостроительный завод. Уверен, что немногие знают о таком месте, но здесь очень круто. На территории судоремонта судостроительного завода есть уникальный музей. Несмотря на множество крутых экспонатов, экскурсии здесь бывают нечасто. А зря.
На море, как правило, может быть 2 якоря носовых. Да? Если на море одного якоря достаточно, да? А на реке нужен 2 якоря. Из-за течения? Поэтому для того, чтобы пароход, теплоход, корабль находился в заданном положении, бросали, потом его натягивали. Ну вот еще один колокол, как ты говоришь, да? Да. Это рында, корабельная рында. Она, вот попробуй, звучание у него. Взял ты, да. Нет. Как? Получается вот так? Нет, надо сильнее. Настроение. Там. По старой морской традиции над кубриками взвивается флаг. В школе Юнг начинается учебный день. Сигнальщики пишут азбукой Морзе. Так разговаривают между собой корабли. Они обучались строго 12 месяцев. По окончанию школы они шли служить в действующий флот. Leute sicherstellen. Bringen die Dokumente rüber. Ändern Sie. Setzen Sie über. Ich denke, ist alles tot, Herr Leutnant. Besuchen Sie das Achterschott. Der Mann muss da sein. Auf! Dokumente auch. Aufstellen! Setzen Sie Ihre 40 an, Mann. Юнги не сразу после победы были отпущены все домой. До 50-го года в основном они служили на боевых кораблях, на которых принимали участие в Великой Отечественной войне. И только после 50-го года их начали демобилизовывать, и они отправились домой. И многие сохранили какие-то вещи, которые служили им во время войны. Кто-то взял флаг вот с боевого корабля. Видите, он какой потрепанный, его заменили, значит, на новый, а старый можно было взять себе на память. На флоте флаг – это знамя боевой части, это знамя флота, это знамя армии. И это священный символ, и поэтому право поднятия боевого знамени, оно всегда дается только самому-самому достойному человеку. Ищук Иван Михайлович был председателем Юнг Северного флота. После службы на Северном флоте служил в рядах внутренних органов, дослужился до майора. И в последнее время он был начальником у нас водной станции, что под Бельским мостом находится. Мы всегда находили общий язык, работали вместе, в контакте. Больше быть спортсменом, наверное. Штурвала нет, да, уже? Нет. В этой витрине вы видите пиджак с орденами и медалями Георгия Валентиновича Бриллиантова. Он был радистом на корабле Черноморского флота. Поскольку любовь к морю, к воде, она сохранилась на всю жизнь, на Павловском водохранилище была дача. Вот когда у нас вот эти катера ходили, маршрут был до Павловского водохранилища, и всегда заходили к нему в гости на чашку чая, как говорится. А знаете, кем он работал всю жизнь? Фотографом в городском ЗАГСе, фотографировал женихов и невест. Вот такая светлая и радостная была у него специальность.
В 1949 году этот бронекатер был пригнан к нам в Уфу и передан в ДОСААФ. Еще Генрий Николаевич, его как капитан этого корабля принимал у нас в Уфе. Он был спущен на воду в 1943 году и воевал в составе Дунайской флотилии. А в 1974 году этот бронекатер был передан детскому морскому центру. Но прокатиться на нем по волнам Агидели нам не удалось. Поиски этого легендарного корабля не увенчалось успехом. По одним данным, он работал в качестве парома на Дудкинской переправе. По другим, числился на балансе детского центра. По третьим, и вовсе растворился где-то на металлобазе в качестве вторсырья. Это печальное место – кладбище кораблей. Здесь стоят суда, которые больше никогда не выйдут на воду. К сожалению, до мирных дней дожили 30% вот этих ребят, которые ушли в Соловецкую школу. До наших времен не дожил никто. Поэтому я считаю, что увековечить память вот этих героев, этих ребят, это наша первостепенная задача. Надо мемориальную доску, хотя нашим ребятам, ушедшим на войну, они уходили со школы номер 2, это ныне хореографическое училище имени Рудольфа Нуриева. Но там даже не знают, кто такой юнги. Они уходили с этого здания, и надо память о них сохранить. В Уфе пока нет мемориала, посвященного юнгам. Планируется, что в парке Первомайский в ближайшее время появится тематическая аллея с именами наших соловецких героев. Вот, смотрите, как они делают. Смотрите. Вы не будете рассказывать, это мое дерево. Это я сажаю. Вот вклад, да, какой? Это же на всю жизнь. Это ж память какая. И не просто где-то в лесу сажаем, а аллея соловецких юнг. Конечно, в городе Уфе сегодня установить обелиск очень трудно, надо землю выбить, а вот территория нашего учебного заведения дает нам такое право. Мы сделали конкурс среди курсантов на лучший эскиз этого памятника. И вот на основании всех этих разработок мы сделали компоновку нашего этого обелиска. Никто не любил свои героические поступки рассказывать. Все это было отражено в их орденах, медалях, и книгах, и фильмах. Мне отец мало рассказал, а его друзья больше рассказывали. Как-то то ли они не стеснялись, то ли там было так страшно, что не хотелось вспоминать. Военные годы, суровый климат, мальчишки-авантюристы. Такой набор факторов воспитал героический дух в молодых моряках. Когда корабли уходят в море, играется марш прощания славянки. И когда моряки, закончившие свой срок службы, сходят с корабля, тоже им вслед этот звучит старинный марш прощания славянки. Юнгаши добрались до Берлина, участвовали в штурме Рейхстага. Там даже есть реальная надпись, что соловецкие юнги дошли. На юных хрупких плечах соловецких юнг пришла к нам победа. И на знамени победы капля крови, пота есть и наших мальчишек. Юнгам было по 14 лет, наши с тобой ровесники. И вот давай представим, что вот дали тебе приказ отправиться на Соловецкие острова. И ты бы смог там строить бараки там и тренироваться. В общем говоря, смог ли бы ты выжить? Ну, я бы попробовал, но ради Родины я бы смог.
А как ты думаешь, смогли бы твои друзья там выжить? Мне кажется, да. Если вдруг будет так, как в 1941-45, то я обязательно пойду на войну. Катенька, ты же девочка. Ну зачем тебе море? Ну, нужно все равно подготовку военную иметь. И, допустим, как обычные девочки сейчас ходят и там, как сказать правильно, понтуются, я не хочу так делать. Но ты не плачь и не горюй, моя дорогая, если в море утону, знать судьба такая. Мы уделяем большое внимание нашей истории. Нам она очень важна. Мы должны ее знать. Когда мы начали работу над фильмом, то обнаружили печальные факты. Учебные суда Юнг были уничтожены и распилены на металл, а книги Валентина Пикуля из Центральной библиотеки отправились в утиль. Время не щадит даже такие грандиозные вещи, и поэтому мы решили увековечить память о соловецких юнгах и собрать по крупицам то немногое, что сохранилось. Слышишь, как шелестит прибой? Это голос умолкший мой. Крикни и различишь в ответ: мальчики, не верьте, что нас уже нет. Кто я? Может, один из вас? Разве надо жалеть о нас? Где-то за голубой волной все еще мы свой не закончили бой. Родные братья, в битву мы шли за вас. Не забывайте, не забывайте нас. Пусть люди помнят в нашем родном краю. Мальчики мужчинами стали в бою. Братья на берегу морском, ветер шуршит песком. В скалах у голубой воды. Мальчики, вы наши найдете следы. Родные братья, в битву мы шли за вас. Не забывайте, не забывайте нас, не забывайте нас, не забывайте нас, не забывайте. Соловецкая школа Юнг – это уникальное место в мире. Благодаря ей произошло очень много ярких и значимых поворотов в истории Великой Отечественной войны. Юнгаши внесли свой ценный вклад в дело победы. В школе Юнг не было аналогов и уже точно никогда не будет. Они должны знать все. Нам есть чем гордиться.